1 сентября – это не просто начало учебного года, это начало нового этапа в жизни детей, которые стали первоклассниками. Перед ними открывается огромный мир знаний, мир удивительных возможностей. В Сухумской армянской школе номер 9 имени Аванеса Туманяна сегодня двойной праздник. Школа открыла свои двери после капитального ремонта. Директор школы Аза Киян в своем выступлении подчеркнула, что открытие обновленной школы для всего педагогического состава и учащихся – долгожданное событие. Она поблагодарила мецената, выпускника школы Айка Зибеляна, благодаря которому и был сделан ремонт. Много лет назад Айк Рафикович являлся нашим учеником. И как показало время, он сохранил в сердце трепетное отношение к стенам родной школы. Также коллектив 9-й школы выражает благодарность за поддержку в столь нелегком деле руководителю проекта Папазяну Михаилу Акоповичу. Выражаем благодарность за содействие и помощь Юмукяну Андронику Эдуардовичу, Визиряну Акопу Хачиковичу, Нубаряну Ваграму Владимировичу, Минасяну Алику Арутюновичу и многим другим. На сегодняшний день, благодаря Айку Рафиковичу Зибелян, более 170 учеников начнут обучение в комфортных, благоустроенных классах. Верю, что у школы номер 9 не только славное прошлое, хорошее настоящее, но и прекрасное будущее. Сухумская армянская школа была открыта 116 лет назад. За более чем вековую историю школа славилась своим обучением и воспитанием подрастающего поколения. Выпускники школы – это достойные представители разных профессий – деятели культуры, врачи, педагоги, экономисты, юристы. Президент Аслан Бжани поздравил педагогический коллектив школьников и родителей с Днем знаний. Праздник 1 сентября символизирует не только начало учебного года, но и ожидание новых интересных событий. Особенное волнение испытывают первоклассники и их родители. Я убежден, что учителя станут для первоклассников добрыми наставниками и проводниками в чудесную страну знаний. Сегодня для руководства, педагогического состава, учащихся и родителей вдвойне праздничный день. Школа открывает свои двери, обновленная, преобразившаяся благодаря человеку, который учился здесь, бизнесмену Айку Зибеляну. Уверен, что это послужит стимулом для новых достижений и высот. Желаю вам в учебном году успехов и удачи. Бари Джанапар. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия выразил уверенность, что в школе будут ценить сделанный ремонт, а ученики будут радовать своими победами на олимпиадах. Учителя, ученики 9-й средней школы, для вас сегодня настоящий праздник. Вам очень крупно повезло. И я надеюсь на то, что весь педагогический состав в лице Аза Владимировны Вас будет ценить этот бесценный дар, будет хранить и приумножать традиции школы, чтобы здесь побеждали в олимпиадах, в конкурсах, и имя 9-й школы гремело на всю Абхазию. С праздником вас, в добрый путь! Инал Габлия от лица президента Аслана Бжани вручил директору школы сертификат на покупку компьютерной техники, а меценату Айку Зибеляну благодарственное письмо и символ мужества и чести – набор кинжалов. Слова благодарности и признательности за обновленную школу прозвучали и от депутатов парламента. Когда мы с Айк Рафиковичем встретились, когда он сказал, что он имеет огромное желание оставить след и восстановить ту школу, где он учился, и тем более мама у него преподавательница. И мы тогда вместе с ним приехали к нашему президенту Аслану Георгиевичу Бжане и сказали, что есть такое пожелание, и это есть возможность. Это было 5 месяцев тому назад. Честно говоря, многие не верили, думали, что это будет долгострой. Но, как видите, слова делом не расходятся. И сегодня мы видим прекрасные образовательные учреждения. Я надеюсь, что так будут и дальше во всех школах. Мне кажется, что это и есть символ, это и есть памятник дружбе, взаимопониманию и взаимоуважению, которые были, есть и будут в абхазском обществе. И обращаясь к нашим дорогим первоклассникам, ученикам, я хотел бы сказать, что
Та формула, которая нам досталась от великих наших современников, вы должны ее сохранить и приумножить. Это не математическая, не химическая, не физическая формула. Она состоит из двух слов. Сила в единстве. Будем верны этому принципу, значит, еще много свершений и побед ждут все наше государство. Главные герои дня, конечно, первоклассники. Их в этом году в Сухумской армянской школе 15. Несмотря на волнение, они прочитали стихи на родном языке. Տարերը պսպես բացել խանդես, տարերը ռարկոն են, տարերը մտոնը, մերեցի դունաս, ռարկե մսխար, մենք ես զրում խալոս են։ Старшеклассницы из школьного ансамбля исполнили зажигательный танец. Затем прозвенел первый звонок, и президент Аслам Джани с Айком Зибеляном перерезали символическую красную ленту. Первоклассники вместе с родителями и учителями направились в свои классы. Аслам Джани также осмотрел школьные кабинеты и заглянул в первый класс. Вы его знаете? Видели его? Да, Кто это? президент. Наш президент! Давайте мы похлопаем. И скажем, а когда В первый осенний день начинается увлекательная, хоть и длинная, и порой непростая дорога в страну знаний. Чудесный, удивительный путь ждет первоклассников, и поэтому необходимо запастись терпением и детям, и взрослым. Альга Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.